Это ХБ. Но она дорогая, но люди берут то, что качественное. Дешевое и хорошее сочетание редкое. Чаще всего за качество приходится переплачивать. Хлопок, чтобы качественный был, чтобы не мялось, чтобы ей удобно было. В попытке найти сочетание цены и качества покупают детскую одежду и обувь Алсу вместе с дочерью, чтобы не на глаз, а сразу примерить. Особое внимание уделяют ткани, стараются брать натуральные. Например, вот этот у нас 2500 сарафан. Вот они говорят, что-то дорого. Я говорю, пожалуйста, вот дешевый товар. Наши качественные, советские есть. Нет, им нравится вот это. Люди смотрят уже на качество и берут хороший товар, качественный. Марселия Саберова уже 20 лет на рынке. Во всех смыслах за свой товар отвечает. Говорит, продажи идут хорошо. Много постоянных клиентов. Нареканий и жалобы бывают редко. На русском нет, да, что понятно Нету, было? Польша. А быть должна. Сегодня об этом на пресс-конференции напомнили сотрудники Роспотребнадзора. Если, например, на игрушке, на обуви, еще на каком-то изделии, значит, отсутствие информации на русском языке, этот товар вообще не может быть в реализации, и его оборот, он незаконен. Чтобы убедиться в качестве товара, покупатель имеет право попросить у продавца и сопроводительные документы. В них ответ, кем выдан, когда и подтверждение соответствия качества. В преддверии горячего сезона покупок горячая линия для покупателей. Дополнительный номер открыл Роспотребнадзор. По нему потребители смогут задать все интересующие вопросы, связанные с качеством и безопасностью детских товаров. Обращаться с вопросами можно по телефону на экране ежедневно с 9 до 5 вечера вплоть до 4 сентября. Александра Севастьянова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.